Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину, который вам нравится. И посмотрим, почему он молчит, почему скрывает свои чувства. Загадайте, пожалуйста, на него и на себя. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ах, смотрю на венец, аж сердце радуется. Смотрите, вот он вынял сердце из груди и вам его преподносит. Ой, какая красота, девочки. Ну, молчит, признается. Даже не думайте и не переживайте, он вас любит, истинно любит. Но давайте разберемся, почему молчит. Смотрите, здесь какая-то мешанина, какая-то путаница, какое-то сплошное недоразумение. Здесь у вашего загаданного мужчины о вас очень много дезинформации. Знаете, как будто ему кто-то что-то наговорил, либо он сам себе, знаете, как напридумывал, надодумывал. Вы для него в сегодняшнем дне какая-то, знаете, как небожительница, недоступная, невероятная женщина, как вот воплощение, олицетворение мечты. Знаете, как говорят, как с картинки. Вот он тут себя занижает и принижает. И я еще, знаете, что вижу? Что он сейчас вот в каких-то проблемах, ну просто запутался. Проблемы у него, вон, видите, со спины выросли. То есть как попал в какую-то неприятность, как какую-то ловушку, либо был невнимателен. То есть он внешне себя показывает таким благополучным, веселым, уверенным в себе, беззаботным парнишкой. А по факту он от всех прячет, что у него очень много проблем. Вот именно сейчас, в моменте, когда вы смотрите эту отсыпку, очень много проблем. Может быть, там кредиты, да? Может быть, где-то вляпался, может быть, там в семье проблемы, там родители болеют, еще что-то. А может, все вместе навалилось. И вот он сейчас в этом всем барахтается, пытается не утонуть. Понимаете? И, как говорится, не до любви. Вот что он придет и скажет: да, я тебя люблю, но у меня столько много проблем, да, давай как-нибудь выделим на тебя там часик-полтора, а все остальное время я буду решать свои проблемы. Ну, кто на такое согласится? Да кто вообще такое сможет предложить? Тем более, смотрите, он вас любит. Вы для него женщина номер один. Единственная и неповторимая. Он только на вас смотрит и на вас сконцентрирован. Вот так вот, девчоночки, вы о нем тоже ведь не знаете. Вы же не знаете, какие у него проблемы, и не знаете, что у него там дома происходит, что творится в его жизни. Не знаете, правильно? А обижаетесь на него, что вот он томно смотрит на вас и ничего вам не предлагает, не говорит о своих чувствах, не зовет на свидание. Серьезного ничего вам не предлагает. И думаете: а, он мной играет, а он несерьезный. А на самом деле, девочки, все наоборот. Вот. Что касается его взгляда на вас, ну, я не знаю, то ли вы такая со всех сторон шикарная, то ли вы... Репутация у вас такая. Вот ему кажется, что к вам просто так не подойдешь, да, на хромой кривой козе не подъедешь. К вам минимум нужно идти с капиталом, упакованным, запакованным, и вас нужно действительно удивлять, вам нужно дарить праздник, на вас денег много тратить. Извините за такую банальность, но вот прям идет такая информация. То есть куда он вас? В кафешку поведет? Либо в этот Макдональдс он вас поведет? Нет, вас нужно вести в очень крутой ресторан, желательно мишленовский, да? Чтобы такая шикарная женщина покушала вкусно, получила не только, скажем так, удовольствие от еды, но еще от эстетики подачи. Вот такие у него мысли. Ему хочется вас баловать, ему хочется положить к вашим ножкам весь мир. Да, все доступные и недоступные там, не знаю, развлечения,
шикарные вещи. Вот этого ему хочется. Это очень классное, кстати, начинание. Пусть он так и думает, пусть он в это верит и пусть он это делает. Девчоночки, хочется перед вами преклоняться. А средств на преклонение у него, к сожалению, нет. У кого-то денег не хватает, а у кого-то времени, к сожалению, нет. И так может отыграться. Вот. И еще, девочки, обратите внимание на женщину крашеную. Причем она крашеная, вот какой-то рыжий цвет не идет, рыжий. Может быть темно-рыжий, может быть светло-рыжий, но она крашеная. Вот эта женщина вам очень сильно завидует и про вас всякую гадость говорит, всякую ересь распространяет, что вы там только с какими-то определенными мужиками, только там за деньги и прочее, прочее. Это, конечно, злословие, но оно как бы распространяется, а люди, знаете, без мозгов и в языке костей нет, болтают почем зря. Про свои же проблемы никто не хочет разговаривать, а про чужие запросто. Она о вас что-то распространяет, она о вас говорит, она вам очень завидует. И не имея возможности вам что-то противопоставить, там, себя противопоставить, она пытается подорвать вашу репутацию, либо пытается вас как-то вот ославить, да, в негативном значении. Вы поговорите с этой женщиной, либо пригрозите этой женщине, что за дела? Она вообще кто такая? Почему она считает, что может о вас говорить? На самом деле это какая-то, знаете, поганка пугливая. Достаточно на нее, я думаю, так строго посмотреть, так пальцем ей сказать, ага, и она испугается. А пока, видите, болтает без умолку о вас. И этот мужчина слышит, что она говорит, слышит и верит в это. Понимаете, верит. Я понимаю, сейчас многие девочки напишут, да мне не нужно там никаких золотых этих самых домов, тронов и прочее, прочее. Я нормальная женщина из крови и плоти, я просто хочу любви. Это, естественно, это понятно, но этот мужчина, слыша о вас, что вы там перебираете мужиками как перчатками, что вы такая прям знатная сердцеедка, что вам там нужно минимум автомобиль бизнес-класса и прочее, прочее, конечно же, он себя чувствует неуверенно. И, девчонки, еще один такой момент. Вы, ну вот на мой взгляд, очень скромная дама, и вы извините, но вы очень обидчивая дама. Ну, не в укор вам сказано, но мы все разные, у каждой свой характер. Но вот как я вижу, вы лишний раз сами инициативу не проявите, то есть лишний раз сами не заговорите, там, не улыбнетесь, не знаю, поздороваетесь, не подмигнете. Конечно, это ваша скромность. Но мужчина вот этот воспринимает это как немножко надменность, да, что вот она такая, не хочет со мной говорить, не хочет в мою сторону смотреть. Ну вот почему-то у него тоже такое идет восприятие. Девчонки, будьте попроще. Просто поговорить с мужчиной, да, по-дружески, это не значит ему там прям отдаться сразу. Это нормальный процесс, да, просто пообщаться, просто поинтересоваться, как у него дела, как настроение. Да. Начните немножечко тоже со своей стороны, немножко разговаривать с ним, интересоваться им. Но покажите, что вы нормальная, покажите, что вы беспонтовый, извините, да, что вы нормальный человек, который хочет любви и счастья. Пусть он вас меньше будет бояться, а то он, видите, прям дрожит перед вами, дрожит, как осиновый листочек. Не разрешает на вас даже лишний раз смотреть сам себе. Говорит, нельзя, это святое. Чуть-чуть посмотрел и хватит, и будет. Ну, шутки шутками, но вот где-то такое ощущение идет. Но влюбился, парень влюбился, и влюбился очень сильно. Вот прям накрыла его эта любовь. Так что, мои хорошие, надо немножечко с двух сторон, наверное, подходить. Не только от него ждать, но и самой какие-то действия, да, осуществлять. Хоть минимальные такие шажочки, крошечные, но в его сторону делать. И ему показывать, что вы нормальная, что вы хотите отношений, что он вам нравится, что он вам симпатичен, что вы интересуетесь его жизнью. Попробуйте. От вас не убудет. А вот от таких действий будет одна сплошная польза и позитив. Так. Вообще мне не нравится то, что я вижу, что вам многие завидуют. Вам, кстати, не только женщины завидуют, но и мужчины почему-то. Девчонки, почему вам мужчины завидуют? Что вы такое делаете? Вы многим фору дадите, но вы этим не кичитесь. Я вижу, что вы такой человечек, который все делает молча, себе сам награды на грудь не вешает. Но завидуют, много завистников вокруг вас, много. Многим вы не нравитесь тем, что вы активная, тем, что вы самостоятельная, независимая, работы не боитесь. Вот не нравится.
Кому-то не нравится, что вы слишком хорошо выглядите, да, что вы за собой ухаживаете, что вы с иголочки одеваете, что у вас вкус какой-то невероятный. Да, вот что на себя не одень, ну, опять же, модель шикарного журнала. Так вы выглядите. Особенно вот поколения, которые постарше вас, ну, просто на дух не переносят, не знаю. Но вы гордая, да, я вижу, что вы гордая, вы не будете ни перед кем вот заискивать, юлить, нет, вы этим не занимаетесь. Наверное, за это не любят, за это завидуют. Но, девочки, каждому свое. Так, давайте я на оракуле сразу посмотрю. Посмотрю на проявление этого мужчины, потому что проявляться он точно будет. Он чего-то ждет, знаете, вот какой-то день себе назначил, либо какой-то праздник, какое-то мероприятие. Может быть, думает, вот она будет в обстановочке праздничной, да, расслабиться, и я там как-нибудь ужиком к ней подползу. Да, видите, ждет счастливого случая. Какое-то мероприятие, какое-то здание, помещение, там, где люди будут. Там, где люди будут. Вы знаете, он вам все время пытается что-то написать. Пытается писать, но потом не отправляет, стирает. Знаете, как придумать, может быть, не может, что вам написать. Он ждет счастливого случая, ждет какого-то мероприятия. Хорошо, что он будет делать? Что он будет делать, когда дождется этого счастливого случая? Сможет ли он себя переступить, этот свой стресс, чтобы к вам подойти? Господи, что за ужас. Так, он будет просить чьей-то поддержки. Сам не подойдет, он с кем-то подойдет. Либо через кого-то подойдет. Знаете, как посредника найдет. Он при вас теряется, девчонки. Теряется, вот как чувствует себя маленьким ребенком на экзамене. Причем, да, со строгим учителем. Здесь он какого-то более мудрого, опытного человека попросит посодействовать. Либо подвести к вам, либо быть рядом, да, как-то морально поддерживать. Но такая ситуация идет. Господи, за что вам такое, а? Что за мужчина? Почему он такой? Почему он так себя ведет? Ну, проблемы проблемами, но это еще какое-то внутреннее его состояние. Господи, да он однолюб, девочки. Ой, я вас поздравляю, он однолюб. Ах, пришло время гнездиться. Либо, знаете, наконец-то он нашел женщину, с кем хочется вот гнездо, птенцов, счастья вместе через кольцо. Девчонки, это серьезный мужчина. Якорь хочется бросить, да, корни пустить по дереву хочется. Ну, молодец, конечно, молодец. Я вас поздравляю. Мужчина достойный. Вот не зря вы на него внимание обратили. Знаете, как, может, даже переживает, чтобы вы ему не отказали, да, чтобы вот доказать вам, что он надежный, что он вот этот аист, который может и гнездо построить, и обеспечить это гнездо. Не просто так, чтобы поматросил, бросил. Не, девчонки, он такой вам верный. Ой, какой же он верный. Все время идет клевер, девчонки. Это счастье. Это счастье, это счастливый случай. Вот то, что вы друг на друга внимание обратили, то, что между вами чувства вспыхнули, это свыше вам дано. Для счастья, для хорошего будущего. Девчоночки, это тот мужик, которого стоит дождаться. Вот вы как хотите, но дождаться его вам стоит, пока он перед вами раскроется. Не надо на него психовать, потому что вижу, кто-то психует, думает, не любит, играет, он мне голову морочит. Нет, это не так. Девчонки, во-первых, проблемы. Но представьте, как он вас оскорбит, если он проблемный к вам придет. Конечно, надо сначала порешать проблему, разрулить все эти вопросы, а потом уже идти к любимой женщине. Вот, в принципе, он правильно думает. Да, конечно, он бы мог вам больше внимания уделить, либо, не знаю, что-то придумать, как-то, может, рассказать даже хоть поверхностно, но тем не менее, да, намекнуть, что вот я сейчас занят, да, у меня сейчас тут дел не в проворот, но я тебя имею в виду, как-то с вами хотя бы по-дружески разобщаться. Видите, выбрал так. Пусть будет так, господи, девчонки. Главное, что он вас любит, главное, что он вам очень нравится.
Смотрите, вы как вот прекрасная пташка запоете, когда он вам свое сердце отдаст. И даже такое счастье идет в вашу жизнь. Представляете, когда взаимная любовь, когда взаимное счастье. День X. К сожалению, не скажу, что это за день, но вот у него уже этот день назначен. В этот день у вас все случится, в этот день у вас все произойдет. Даже, знаете, без слов все произойдет. Это глаза встретятся, и все станет ясно и без слов. Но здесь он вам просто свое сердце дарит, и все. Дарит, отдает, посвящает, да, свою жизнь вам. Девочки, отношения у вас будут, 100% будут. Тот, кого вы загадали, отношения здесь точно будут. Причем отношения такие яркие, такие добрые, такие счастливые. Здесь, вон, видите, как вы друг к другу прилипнете, схватитесь друг за друга. Вы, кстати, друг другу очень хорошо подходите в интимном плане. У вас как темпераменты схожие. Вот, приятненько, приятненько. Здесь, знаете, как 100% попадание. Попадание. Так, за его проблемы не волнуйтесь, он их порешает. Он и не с таких передрях выходил, все он порешает, все он урегулирует. Он мужик хороший, с головой он дружит, все здесь порешает. Единственное, что себя немножечко, девочки, в руки взяли, и будьте поспокойней, и будьте более великодушны к этому мужчине. Поймите, вот такая ситуация. И вот такой вот он человек. Просто надо дождаться. Все будет просто прекрасно. Так, мои хорошие, спасибо за внимание. Всем пока-пока.